Наверное, каждый житель Артемовского городского округа периодически узнает о том или ином происшествии. Кого-то охватывает паника от того, что это произошло с его знакомыми, родственниками, соседями или просто в непосредственной близости от него. А кто-то даже и не задумывается о подобных обстоятельствах, надеясь, что с ним такого точно никогда не произойдет. Как ни крути, среди людей всегда найдутся те, кто чуть более внимательны и осторожны, те, кто беспечно шагает по жизни, и те, кто этой беспечностью пользуется. За истекшую неделю, за период с 19 марта по 25 марта 2012 года на территории Артемовского городского округа зарегистрировано 334 сообщения о происшествиях и преступлениях. Из них зарегистрировано 26 сообщений о происшествиях с признаками состава преступления. По таким составам, как нанесение побоев, кража, мошенничество, угон транспортного средства. Из них 12 фактов с признаками превентивного состава, это, как я уже сказал, это побои. 14 фактов, содержащих признаки преступления небольшой средней тяжести по более тяжким составам. По 152 сообщениям принято решение в дежурные сутки об отказе в возбуждении уголовного дела. За данную неделю возбуждено 5 уголовных дел. По 30 материалам проверок принято решение о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. По 29 материалам материалы направлены по территориальности. 47 материалов проверок принято решение о приобщении их в номенклатурное дело, так как по результатам проверки не обнаружено состава либо события преступления. По 15 сообщениям были по результатам проверки лица привлечены к административной ответственности. В дежурную часть органов внутренних дел за истекшую неделю было доставлено 18 человек, из которых 13 человек содержались в камере для задержанных. Выявлено административных правонарушений за истекшую неделю сотрудниками органов внутренних дел 584. Это такие правонарушения, как появление в пьяном виде, состояние алкогольного опьянения, 124 правонарушения. Одно правонарушение за мелкое хулиганство на территории района. Непосредственно сотрудниками ДПС ГИБДД выявлено 512 правонарушений. Также Виктор Игошев выделил еще одно преступление, произошедшее на минувшей неделе. Было совершено преступление по признакам части 2 статьи 213, это хулиганские действия, то есть нанесены были телесные повреждения группы лиц. Конкретно по адресу Достоевского, 10, возле здания пекарни. По данному факту проведена проверка, в настоящее время возбуждено уголовное дело. Но самый актуальный на данный момент вид преступления – это телефонное мошенничество, когда владельцу мобильного телефона приходит сообщение о том, что его банковская карта заблокирована, и далее указание оплатить некий счет. Хотелось бы, во-первых, предупредить всех граждан, что нежелательно и не нужно этого делать, в первую очередь при получении таких сообщений. Нужно обратиться в свой банк и лично проверить банковскую карту, для того, чтобы в отношении данных граждан больше не производились какие-либо преступные действия.